Здравствуйте! Это последний выпуск программы «Энергия» в уходящем году. Мы рассказываем о людях, которые знают об энергетике все и успешно применяют свои знания на практике, в том числе депутатской. Депутатская неприкосновенность не гарантирует защиту от соприкосновения законодательной власти с четвертой, то есть со средствами массовой информации. Впрочем, когда речь идет о проекте бюджета на следующий год, гласность и прозрачность процесса только приветствуются. 9-я сессия депутатов Серебряногорского поселкового совета должна решить вопрос о назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения поселок Серебряный Бор на 2007 год. Проект бюджета 2007 года депутатам роздан. Пожалуйста, все с ним ознакомились. У кого есть какие-то предложения, дополнения, замечания к данному проекту бюджета, прошу депутатов высказываться. Законотворчеством в поселке Серебряный Бор занимаются 12 избранных. Избранных относительно недавно, год назад, но уже успешно сработавшихся в своем нынешнем составе. Вопросы и задачи, которые решают депутаты, довольно-таки типичны для этого уровня власти. Жилищные, социальные проблемы, развитие поселка в целом, разработка и обеспечение различных программ, в том числе сугубо поселковых. Кроме того, депутаты уделяют внимание детским проблемам, требующим к себе совсем не детского подхода. В 2006 году бюджет поселка позволил профинансировать основные намеченные направления и мероприятия. Бюджет 2007 также обещает быть профицитным. Депутаты соберутся на заключительную сессию перед самыми новогодними праздниками, а затем отправятся на каникулы, которые продлятся приблизительно до середины января. В целом, работу поселкового совета в уходящем году можно назвать продуктивной. Регулярные ежемесячные встречи, готовность в случае необходимости собираться на внеочередные заседания, конструктивный подход к рассматриваемым вопросам. Неравнодушие к своим обязанностям объясняется еще одним обстоятельством. Все депутаты проживают в Серебряном Бору, либо жили здесь когда-то. И еще одна закономерность, свойственная поселку энергетиков. Ровно половина депутатского корпуса – сотрудники энергоотрасли. Говорят, во всякой стране молодое поколение всегда иностранцы. Коллектив Нерюнгринской ГРЭС высокопрофессиональный, и потому молодые специалисты, дабы не остаться непонятыми, прибегают к самому верному способу. Они повышают свое мастерство и проверяют навыки как в работе, так и в специальных конкурсах. Если бы дело было в армии, многие из этих молодых людей уже по праву стали бы дедами. Но на серьезном предприятии и к сроку службы относятся по-другому. Даже проработав год или два, ты еще новичок и можешь рассчитывать разве что на участие в конкурсе молодых специалистов, вроде того, что на днях впервые прошел на Нерюнгринской ГРЭС. Кстати, инициаторами его проведения стали далеко не только представители молодежного объединения «Молоток», но и опытные работники. Итак, в конкурсе под названием «Смотрите, кто пришел» прийти и побороться за победу могли молодые сотрудники со стажем на станции до 3 лет и в возрасте до 25. Впрочем, для 27-летнего представителя одной из команд было сделано исключение. Всего в профессиональных состязаниях участвовали 5 команд по 2 человека в каждой. Им предстояло преодолеть 5 этапов, продемонстрировать собственные эмблемы, поделиться свежими впечатлениями о станции, ответить на специфичные технические вопросы, касающиеся цехов и оборудования, с которым приходится работать, попытаться угадать в фотографиях 20- и 30-летней давности своих коллег и начальников и, наконец, в домашнем задании помечтать о будущем и головокружительной карьере. За ходом мыслей и за тем, чтобы мечты окончательно не вскружили голову молодым энергетикам, следили беспристрастные цензоры и по совместительству более опытные сотрудники. Среди них Людмила Стрелкина, в тот же день, кстати говоря, отмечавшая свой день рождения. Так как победителя в конкурсе не было, точнее победителями стали все участники, то поздравления и самые теплые пожелания по праву достались имениннице. У энергетиков Якутии есть хорошая традиция – перед самым Новым годом проводить турнир «Кубок вызова». А у энергетиков Южной Якутии есть не менее хорошая традиция, можно сказать, даже хобби. Каждый год перед самым Новым годом привозить с этого самого турнира очередную победу и очередной Кубок вызова. Каждый год место проведения соревнований меняется, но традиции остаются незыблемы.
столицей соревнований энергетиков в этом году стала столица республики. Может быть, дома и стены помогают, но хозяевам этих соревнований не помогло ничто. Даже самые смелые лозунги на стенах спортзала. Зал этот, кстати, принадлежит детско-юношеской спортивной школе, так что остается загадкой, приложило ли подрастающее поколение руку к созданию этих плакатов или нет. Но ближе к делу, то есть спорту. 4 команды акционерной компании «Якутская энерго», «Центр», «Каскад», «Запад» и «Юг» представляли центральные якутские и западные электрические сети, «Каскад» Вилюйских ГЭС, якутскую ГРЭС и ТЭЦ, исполнительную дирекцию «Якутская энерго», открытое акционерное общество «Саха-энерго» и, конечно, Нерюнгринскую ГРЭС и открытое акционерное общество «Нерюнгри энергоремонт». Сборная энергетиков Алдана и Нерюнгри под названием «Юг» лидировала уже с первого дня соревнований. Состязаться пришлось сразу в 7 видах спорта – волейбол, баскетбол, бильярд, теннис, плавание, шахматы и футбол. Надо полагать, тяжелее всех эта насыщенная программа пришлась болельщикам. Каждая игра требовала их внимания и горячей поддержки. На скамейке запасных в этом нелегком деле не отсидишься. В итоге безоговорочным рекордсменом по количеству медалей и наград стала команда Южной Якутии, спортсмены которой одержали победу в плавании, волейболе, бильярде и баскетболе. Собственно, ей же и достался главный приз – Кубок вызова. Кроме того, в индивидуальном первенстве лучшими игроками турнира были признаны тоже наши земляки – баскетболист Александр Пехов, футболист Дмитрий Рябов и волейболист Андрей Прокопьев. Провожали турнир и обмывали кубки энергетики Якутии в ресторане гостиницы «Полярная звезда». Здесь и было заключено временное спортивное перемирие, правда, всего на 1 год. Хозяевами следующего Кубка вызова 2007 станут аутсайдеры закончившихся соревнований из Мирного. И еще одна спортивная новость уходящего года. 13 хоккеисток клуба «Энергия» были включены в состав сборной команды России на следующий год. А 3 воспитанницы Александра Литвинцева уже в ноябре этого года приняли участие в сборах молодежной команды девушек и даже представляли нашу страну на соревнованиях «Кубок 4». К зимним Олимпийским играм 2010 года на базе молодежной команды будет создана единая национальная женская сборная России. И у наших девчонок есть все шансы для того, чтобы войти в ее состав. Впрочем, обо всех победах юных воспитанников клуба рассказать в рамках одной программы трудно. Именно поэтому уже в начале следующего года коллектив студии «Видеоряд» предложит вашему вниманию целый фильм, посвященный приближающемуся 30-летию хоккейного клуба «Энергия». У сотрудников Нерюнгринской ГРЭС в эти декабрьские дни профессиональный праздник, можно сказать, двойной. Во-первых, День энергетика, а во-вторых, день рождения самой станции. Впрочем, 23 года – это, конечно, не круглая дата, но и о ней забывать не следует. Нерюнгринская ГРЭС была, есть и, видимо, еще долгое время будет оставаться уникальным в своем роде крупнейшим предприятием Якутии, да и России тоже, построенным на вечной мерзлоте. Энергетики, как сотрудники самой, в буквальном смысле жизни обеспечивающей отрасли, привыкли к ответственности за свой труд. В их числе заслуженный энергетик республики, депутат Госсобрания Утумен, директор станции Олег Тарасов. И все-таки в канун профессионального праздника всех энергетиков мы призовем Олега Владимировича не к ответу, а к рассказу о родном предприятии. Нерюнгринскую ГРЭС часто называют энергетическим сердцем Южной Якутии. В свои 23 года это сердце бьется ровно. Станция повидала всякие времена. Но главное, что люди в ее истории были одинаково верны своему призванию. Вдвойне приятно, когда об именах и фамилиях наших ветеранов напоминают не подписи на фотографиях на доске почета, а их дети и даже внуки, решившие тоже стать энергетиками. На ГРЭС выросло немало семейных династий – Костенко, Ворожейкиных, Цыганенко, Князевых, Рудых, Яценко, Фабриковых и другие. К концу этого года коллектив станции насчитывает 1406 человек. Как показывает практика, у нас сложилось гармоничное для производства соотношение молодых специалистов и уже опытных сотрудников. Почти четверть – это работники до 35 лет. Средний возраст – 42 года. По-прежнему в нашей профессии много женщин. 40% это, правда, не половина коллектива, но не менее прекрасная от этого она не становится. У нас стабильно высок процент специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Мы серьезно подходим к вопросу подготовки молодого поколения энергетиков.
Более 100 сотрудников – студенты. Учебу 30 из них оплачивает станция. А лидер молодежного объединения НГРЭС «Молоток» Иван Попов учится в аспирантуре. И, кстати, не один он. Впрочем, помимо профессионализма, коллектив предприятия наделен и другим, так сказать, неделовыми качествами, которые в работе не помеха. Напротив, они помогают нам быть лучшим не только в своей профессии, но и в спортивной, культурной жизни города. Мы традиционно поддерживаем детский спорт и гордимся успехами воспитанников хоккейного клуба «Энергия» и яхт-клуба «Парус» школы бокса. Я поздравляю всех коллег с Днем энергетика. Благодарю вас за верность своему ремеслу и профессионализму, с которым вы способны выполнять самую, казалось бы, рутинную работу. Желаю вам благополучия и удачи не только на службе, но и дома. Здоровья, мира, спокойствия вам и вашим близким. С праздником вас, дорогие друзья! С запада приходит роскошь, а с востока – свет. Сдается мне, что не только солнечный, но и тот, который делают люди, знающие, откуда берется энергия. И именно поэтому эта энергия и этот свет дороже любой роскоши. С праздниками вас! Новогодними, профессиональными, а потом, конечно, и рождественскими. Будьте здоровы и берегите не только себя. Это была программа «Энергия». До встречи в следующем году. Подумаешь, все так просто. Энергия – это звезды, энергия – это солнце и свет твоего окна. А впрочем, опять вопросы. Ну кто зажигает звезды и кто зажигает солнце с утра? Твой город как снежный остров, но в жгучем тумане звезды, но в жгучем тумане солнце и желтые фонари. И кажется, лучше нету, чем город, рисованный светом, где в каждом окне, как летом, лучистое солнце горит. Врут без меры, про южный умеренный ветер. Энергия ветра — это скучно, что не говори. А нынче и ты заметил, энергия — это лето, и мы зажигаем лето. Смотри,